Я, Роза Дунаева, также представляю правительство Ичкерии в изгнании по правам человека. Хочу отметить и напомнить, что Чеченская республика Ичкерия – это независимое государство, временно оккупированное Российской Федерацией. И это факт, который был официально признан Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года. За четверть века после двух кровопролитных войн, развязанных Россией, вокруг оккупированной Чеченской республики возник почти тотальный дефицит публичной правды. Истории о похищениях, пытках и внесудебных расправах часто остаются вне поля зрения широкой аудитории. Не потому что их нет, а потому что те, кто должен об этом писать, боятся последствий, а механизмы расследования остаются парализованы. Те, кто пережил войны и репрессии, заслуживают не забыть и не замалчивать. За 25 лет в Чечне были убиты многие журналисты и правозащитники, которые писали правду. Их объявляли иностранными агентами, преследовали, заставляли замолчать. Сегодня за правду блокируют страницы, запрещают говорить о памяти войн. Правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании обращается к вам с просьбой о срочном международном реагировании на многочисленные систематические и тяжелые нарушения прав чеченцев, прав человека, происходящие на временно оккупированной территории Чеченской республики Ичкерия. На территории Чеченской республики действуют секретные тюрьмы, где людей удерживают без суда, подвергают пыткам, жестоким допросам и казням. Мы узнаем об этом от родственников, знакомых и анонимных свидетелей, по крупицам, через страх и тишину. Многие убитые захоронены в безымянных могилах, тела не выдаются семьям, документы скрываются. Оккупационная власть во главе с Кадыровым действует с одобрения и в интересах России. Аресты и обвинения часто сфабрикованы, а родные не получают никаких сведений о судьбе своих близких. Оккупационные структуры насильно мобилизуют чеченцев и отправляют их воевать против Украины, вопреки их воле и беззаконных оснований. Эти действия прямо нарушают статью 51 4 Женевской конвенции от 1949 года, запрещающей принуждать жителей оккупированной территории служить в вооруженных силах государства-оккупанта. Мы располагаем свидетельствами, что многие из отправленных на войну чеченцев погибли, однако их тела не возвращены. Никакая статистика по погибшим, пропавшим или заключенным не публикуется, все скрывается и контролируется оккупационной властью. Мы призываем ОБСЕ организовать независимую международную миссию по расследованию фактов убийств, пыток, тайных тюрем, принудительной мобилизации и депортации чеченцев с Европы, провести мониторинг практики депортации чеченцев из стран Европы и их последующей судьбы на территории России и Чеченской Республики, обеспечить защиту свидетелей, активистов и правозащитников, участвующих в документировании преступлений, публично осудить действия Российской Федерации, нарушающие Женевские конвенции и международные обязательства в области прав человека. Спасибо за внимание. Thank you. Next in the list is... Благодарю вас.